Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В наступившем 2024 году международные спортивные игры «Дети Азии» возвращаются на свою родину. Какими будут предстоящие игры, что ожидает жителей республики и гостей в этом году? Об этом сегодня поговорим с гостем студии Михаилом Сивцевым, генеральным директором дирекции по подготовке к 8-м международным спортивным играм «Дети Азии». Михаил Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Традиционно в преддверии игр город преображается, ремонтируется, либо возводятся новые объекты. В этом году какие объекты ремонтируются, какие работы проводятся сейчас? Во-первых, если мы говорим про «Дети Азии», по масштабам подготовка к играм «Дети Азии» никак не отличается от крупнейших мультиспортивных соревнований, которые требуют комплексного подхода, решения многих задач при подготовке, в том числе начиная с вопроса благоустройства территорий, которые принимают мероприятия, ну и подготовки спортивных объектов. В конечном итоге данное мероприятие позволяет дать следующий толчок к развитию территории. Мы много наследия видим от игр «Дети Азии» по городу Якутску. Также развиваются другие сопутствующие направления, связанные с туристской индустрией, сервисом, гостеприимством, сопровождением гостей, подготовкой волонтеров, развитием культурной программы. В рамках таких крупнейших мероприятий предоставляется возможность и другим творческим коллективам, инициативным людям проявить себя. И все это, конечно же, должно соответствовать международным стандартам проведения спортивных соревнований. Что говорить о благоустройстве? Конечно, мы в течение прошлого года летом разрабатывали отдельный план благоустройства совместно с правительством. Он носит тоже достаточно такой детализированный характер. Если совсем детально, коротко говорить, то туда вошли ремонты фасадов традиционно по маршруту исследования наших гостей. Это основные маршруты. 27 таких объектов туда включены. Туда вошли ремонты кольцевых развязок, начиная со столичного рынка, строительного рынка, Вилюйский. Всего 5 таких кольцевых развязок. Практически все скверы, памятники тоже будут отремонтированы. Также масштабные работы ожидаются начаты, и в ближайший период оставшегося времени должны завершить работы по парку города Якутска, по Комсомольской площади, реконструкции памятника комсомольцев и ряд направлений, связанных с благоустройством города. Понятно, что кроме ремонтных работ туда вошли мероприятия по озеленению города, подготовка остановок, скамеек, вплоть до замены мусорных баков. Ну и плюс ко всему спортивные объекты сами. Например, Ледовый дворец Лейботур обновился, отремонтировали летом крышу, поменяли сантехнику, электропроводку и прочее. Сейчас остается только косметический ремонт. Всего в программу спортивных соревнований вошли 16 спортивных объектов. Если говорить про подготовку объектов, то на сегодняшний день полностью уже подготовлена у нас международная артистская школа. Практически косметический ремонт остался в Якутской национальной гимназии. В 9 объектах все еще идет подготовительная работа. Если перечислять, то это Триумф, это Лейботур, это Дохсон. Безусловно, летом то, что должны были сделать, отремонтировать кровлю, в некоторых объектах подготовить подъездные пути, парковки, например, Лейботуре, это сделано. Сейчас ведется внутренняя работа. И в ближайшее время, после наступления теплых периодов, приступим к подготовке нашего стадиона Туймады. На данном этапе то, что надо было разобрать, уже разобрано и готово уже к проведению летних работ, которые необходимо выполнить в теплое время. Те объекты, которые связаны вообще с тренировками и в целом организацией отдыха наших мероприятий, они тоже отремонтированы. Если мы говорим про общежитие для размещения участников культурной программы на базе наших общежитий колледжей, и на базе Северо-Восточного федерального университета. Также отдельно запланированы работы по подготовке стадиона «Юность», как для проведения соревнований по стрельбе из лука, так и для проведения тренировок по легкой атлетике.
Совсем скоро состоится одна из торжественных церемоний, традиционное зажжение огня. Далее пойдет эстафета этого самого огня, 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Как идет подготовка к этому событию? Зажжение эстафеты огня игр, вообще начало эстафеты, традиционно запускаем за 100 дней до мероприятия. Это середина марта. Традиционно зажжение и добыча самого огня состоится на территории парка Ленинские столбы. В целом эстафета охватит все муниципальные районы. На сегодняшний день мы со всеми муниципалитетами подготовили и подписали соглашение, разделили зоны ответственности. Есть ряд муниципалитетов касательно западной Вилюйской группы районов, которые вот-вот уже ожидают, и сначала у них пройдет эстафета по наземному пути, то есть наземным транспортом. Ну и потом мы уже перейдем на северные группы районов, то есть авиатранспортом будет организована эта эстафета. Что на сегодняшний день сделано? Муниципалитетами определены так называемые факелоносцы, это достойные люди, имеющие успех в спортивной, общественной жизни, ну и дети, которые тоже на сегодняшний день имеют определенные спортивные результаты. Всего эстафета охватит факелоносцами 550 человек, таких уже состоявшихся, известных наших жителей республики. Ну и завершится 26 июня здесь, на территории города Якутска. До 1 февраля принимаются заявки для того, чтобы стать волонтером в «Детях Азии». И вот скажите, как идет заявочная кампания? Может быть, есть те, кто выразили желание стать волонтером, например, из других регионов, из других стран даже, ребята? Из других стран, конечно, есть интерес. Вообще к волонтерскому движению есть огромный интерес. На сегодняшний день более 3000 человек уже подали заявки, а нам необходимо из них отобрать 1900 человек. Ну, плюс-минус там резерв сформируем, где-то 2000 человек будет приглашены, то есть получат приглашение стать волонтерами. Это приглашение они получат в марте по нашему графику. До 1 февраля все еще идет прием заявок. Возможно, количество желающих увеличится. Дальше, что говорить про иностранных волонтеров? Мы точно работаем в этом направлении. На сегодняшний день на площадке Международного спортивного форума подписано соглашение с Республикой Кыргызстан, Кыргызской республикой, о привлечении волонтеров из этой республики. Также есть у нас в планах привлечь 200 иногородних волонтеров из других регионов. Все это делается по линии Министерства молодежи на официальном сайте Добро.рф. Ну а остальные у нас по квоте, ну и желающие из нашей республики будут привлечены в качестве волонтеров. Ну, возраст волонтеров в этом году немножко тоже вызывает вопросы. В связи с тем, что несовершеннолетним волонтерам требуется родительское сопровождение либо законных представителей в большей степени, установлен возраст от 16 лет для городских волонтеров, а для иногородних волонтеров, которых мы будем размещать на базе Северо-Восточного федерального университета, 18 лет. Ну и интерес большой, часто родители к нам обращаются. Мы сегодня рекомендуем всем записаться как минимум на сайте Добро.рф, пройти отбор, который начнется у нас в марте, ну и проверку уже самих ребят. Плюс ребята-кадеты будут также привлечены к волонтерской работе. Это отдельная группа волонтеров, которая будет работать на церемониях награждения. Сегодня подписали Якутская кадетская школа-интернат соглашение о формировании знаменной группы, формировании корпуса волонтеров, то есть кадетов, которые будут поднимать флаги стран-призеров, и они будут участвовать в церемониях награждения. Но если говорить про наградную группу, то тут отдельная группа, наградной состав волонтеров тоже формируется. На сегодняшний день идет заявочная кампания. А вот если говорить о церемониях, тоже не так давно стало известно, что церемонию открытия и закрытия будет контролировать Андрей Исаевич Борисов.
На сегодняшний день официально режиссером церемонии открытия и закрытия определены Руслан Тараховский, Михаил Степанов. Безусловно, опытнейшие руководители сферы культуры привлечены. Недавно, перед Новым годом, состоялась встреча с Андреем Савичем Борисовым, выслушали его видение. Отдельно сформирована режиссерско-постановочная группа с привлечением творческих коллективов. Ну и эта группа работает под руководством Министерства культуры. Если мы говорим про культурную программу, она же не ограничивается только церемонией открытия и закрытия. Безусловно, на разных площадях, в том числе в ежедневном режиме, готовятся культурные мероприятия, то есть программа для жителей, гостей города. Возьмем Орджоникидзе площадь, да? Возьмем Комсомольскую площадь. Если на Комсомольской площади, то на Комсомольской площади будет развернут отдельный культурный парк. То есть вот это стояночное место, оно превратится в некую застройку, которая будет ориентирована на жителей, на гостей мероприятия. Там будут аттракционы, там будет идти концертная программа, там же будет реализована сувенирная продукция, ну и отдельные развлекательные мероприятия. Михаил Петрович, скажите, вот, наверное, такой вопрос, который является вишенкой на торте в нашей беседе. В ноябре послом 8-х игр представили олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Маргариту Мамун и олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. Какая миссия у посла игр и чем они будут заниматься? Послами игр «Дети Азии», таких крупнейших событий, люди становятся по доброй воле. Мы, безусловно, организаторы, обратились к коллегам. Миссия от таких уже именитых спортсменов, личностей заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности, во-первых, к здоровому образу жизни, к проекту, в частности, Маргарита и Вячеслав Александрович дали согласие, в том числе среди общественности широкой, популяризировать наш проект «Игры Дети Азии». Вторая часть, конечно, мы договорились о проведении отдельных мероприятий с Вячеславом Александровичем, в том числе на территории Республики Саха-Якутия, в скором времени анонсируем, для детей. Маргарита готова дать мастер-класс традиционно, который дают послы игр. Идет сейчас работа с другими нашими послами по формированию, в принципе, плана работы по продвижению мероприятия, так и привлечению их в качестве послов. Вот еще хочется спросить вас о планах. Так, довольно кратко скажите, а вот на фестивале «Мусустар» будут ли представлены какие-то мероприятия или, может, отдельная площадка, посвященная предстоящим играм? На площадках «Мусустар» у нас отдельный трек будет, посвященный истории игр «Дети Азии». Сегодня мы запустили квиз-игру в формате онлайн, но финальное мероприятие состоится 15 февраля. И 16-17 мы определим победителей. Отдельно у нас площадка будет по презентации вообще игр «Дети Азии» для наших ребят, жителей республики, посетителей этого мероприятия. Ну что ж, благодарю вас, Михаил Петрович, за беседу. Получается, уже летом все флаги в гости к нам. Большое спасибо, что нашли для нас время. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.